Несмотря на всевозможные меры по недопущению распространения вируса, в медучреждения региона каждый день поступают пациенты с симптомами кори. Число заболевших опасной инфекцией с начала февраля увеличилось в разы. Если раньше это были дети от 1 года до 5 лет, то сейчас в зоне риска и старшее поколение. До 5 дней обычно как вот ОРВИ протекает, затем появляется сыпь, начиная с головы, лица и дальше уже по туловищу распространяется. В первые дни высокая температура бывает, далее уже после того, как появляется сыпь, температура потихонечку спадает. К осложнениям относят бронхит, отит, ларингит, но наиболее частым является воспаление легких или мозга. Причем у взрослых корь проходит намного тяжелее. Особенно опасно это заболевание для беременных женщин. Тем более волшебной таблетки от опасного недуга нет. Больному назначается симптоматическое лечение. 11-летний Магомед Аушев пришел поддержать в амбулатории младшую сестру. Ей сегодня должны поставить прививку. Сам же мальчик вакцинировался раньше. Меня привезли, на медсестру такой кабинет, и мне сделали прививку. Сначала было страшно, но когда мне вылезли ее, завязали такой кусочек и положили обратно. Потом мне не было страшно, мне никакой прививки, все было нормально, я почувствовала здоровье и силу. Да, очень опасная болезнь, исхаханиал, чего уже не вылечишь. Чтобы этой болезни не было, надо обязательно сделать эту прививку. Это уже вторая прививка, которую получает девочка. Необходимые уколы ребенку ставят согласно календарю вакцинации. Строго здесь соблюдается и хранение вакцины. У нас вакцина, есть живая вакцина и неживая. В верхней полке у нас обычно хранится живая вакцина. Соблюдается холодовая цепь и холодильник. И здесь вакцина у нас. Также у нас есть хладоэлементы в достаточном количестве в морозильниках. Температура хранения холодильника от 2 до 8 градусов плюс. Впрочем, вакцинируют здесь и против полиомиелита. В регионе уже зафиксировано 4 случая острого паралича. Полиовирус проникает в организм через пищеварительный тракт, где сохраняется до 4 месяцев. В большинстве случаев он проходит бессимптомно. Боль в горле, высокая температура, быстрая утомляемость. Болезнь способна проявлять себя и таким образом. За последние полгода у нас в селе было выявлено 2 случая острого вялого паралича. Данные дети у нас не были привиты, но при этом в семье ранее дети постарше были у нас привитые, они не заболели, не заразились. Это говорит о том, что вакцинация эффективна. Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвратить при помощи вакцинации, предупреждают врачи, а передается он от человека к человеку, поражает в основном детей до 6 лет. Дополнительная иммунизация проводилась в 4 регионах, и именно наша республика не достигла того регламентируемого показателя, мы должны были привить не менее 95% населения. Для того, чтобы предотвратить регистрацию вот этих случаев острых вялых параличей, помимо этого у нас в сточных водах регистрируются случаи выявления цитопатогенных агентов. И чтобы у нас прекратилась вот эта циркуляция данного вируса, нам нужно было достигнуть 95% привить населения нашей республики. Но этот показатель мы не достигли. В связи с этим в регионе продолжается работа по вакцинации. Так, с 17 по 30 июля в регионе пройдет 3-й тур иммунизации. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Султан Магушков. Новости 24.